Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе пересмотрели закон. Парламентарии внесли изменения в закон о налоге на добавленную стоимость. Вынужденная мера. Как социально значимые объекты столицы будут работать в период верного отключения электричества. Как уберечься от опасной болезни? В Абхазии нет случаев от вируса H1N1, утверждают медики. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями министерств и ведомств по вопросам реализации поручений, озвученных им в послании парламенту 20 января. Глава государства поручил разработать меры по повышению эффективности государственного контроля. Решение этой задачи по эффективности государственного контроля возложено на администрацию президента и кабинета министров. Рауль Хаджимба поручил принять меры по созданию преференций для начинающих предпринимателей, активному развитию инструментов льготного кредитования, снижению административных барьеров. Премьер-министр и администрация президента должны регулярно докладывать о работе, проводимой в этой сфере. Правительству поручено в краткие сроки принять необходимые решения по максимальному сокращению проверок предпринимателей. Контрольные органы должны наведываться, как я и говорил, один раз в году, а не каждый раз, когда захотелось наполнить карманы. И должны быть приняты не просто какие-то решения, а должны быть соответствующие, сопутствующие документы. Как регламентироваться будет этот порядок проверок? Это касается всех проверяющих структур, начиная от прокуратуры и кончая органами ОБЭП. Лишних проверок не должно быть в стране. Затронул глава государства и тему НДС. Рауль Хаджимба выразил надежду, что парламент примет представленный администрацией президента проект закона. Президент говорил о необходимости снижения налогов и налогового бремени. В течение этого года Госкомитет по налогам и сборам совместно с Кабинетом министров и аппаратом президента должны провести работу по снижению налогов, которых должно быть в 2 раза меньше. Это не означает, что доходы бюджета должны быть тем самым тоже снижены. Это, наоборот, позволит увеличить количество поступлений в бюджет нашей страны, когда люди поймут, что это будет прозрачно, доступно для их понимания. Министерство труда, занятости и соцразвития должно разработать предложения по повышению социальных пособий. Министерству финансов поручено разработать мероприятия по переходу на новый план счетов. Кабинет министров, аппарат президента совместно с разработчиками стратегии социально-экономического развития страны должно конкретизировать дальнейшие шаги по стратегии и разработать отраслевые программы. Президент сообщил, что после обсуждения представленных Центром стратегических исследований предложений с администрацией президента и Кабинетом министров будет решен вопрос о создании Совета при президенте по вопросам экономического развития Абхазии. Необходимо также создать перечень инвестиционных проектов. По словам президента, речь уже идет о создании реестра. Как отметил глава государства, все министерства и ведомства в ближайшее время должны перейти к выдаче зарплаты через банковские карты АПРА. Это позволит видеть движение денег. Это позволит многое что решить в вопросах и налоговой тематики. Переход должен быть быстрым. И мы доказали в прошлом году, что это имеет определенный и очень важный эффект для государства. Также должна быть продолжена работа по кредитованию малого и среднего бизнеса. Что касается отчислений во внебюджетные фонды, то необходимо разработать единый социальный налог. Глава государства поручил Министерству труда, занятости и социального развития выработать концепцию пенсионной системы. По словам Рауля Хаджимба, существующая система и положение дел в стране требуют другого подхода. При этом, по мнению главы государства, Абхазии вряд ли подойдет накопительная система. Министерство иностранных дел должно представить в кратчайший срок внешнеполитическую концепцию. Госкомитету по репатриации поручено создать программу по репатриации. В эту работу должны включиться все ведомства. Президент отвел на создание программы полгода. Рауль Хаджимба дал поручение по инвентаризации законов и подзаконных актов. В ряде министерств и ведомств должна быть введена должность статс-секретаря за счет сокращения других должностей. Также в этом году должен быть сформирован Конституционный суд. В законопроекте о государственной службе необходимо предусмотреть статью о декларировании доходов госчиновников. МВД поручено проанализировать нормативно-правовую базу и разработать законопроект о борьбе с организованной преступностью. Рауль Хаджимба указал на необходимость начала работы по сокращению КПП на государственной абхазо-грузинской границе по реке Ингур. Что касается вопросов границы, то, о чем мы говорили по вопросам сокращения так называемых пограничных пунктов,
эта работа должна быть начата. Проект этот должен быть представлен. Начнем с того, что нужно хотя бы начать процесс сокращения количества этих погранпереходов. И по некоторым вообще нет необходимости их там иметь. Министерству образования и науки поручено разработать систему стимулов для работников образовательной системы. Комитетам по молодежной политике, физической культуре и спорту разработать соответствующие концепции. Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия поручено завершить разработку концепции государственной культурной политики страны. Министерству здравоохранения разработать проект о медицинском страховании, принять закон о здравоохранении, создать единую диспетчерскую службу скорой неотложной помощи. Президент призвал все структуры подключиться к реализации закона о борьбе с коррупцией. Говоря о конституционной реформе, Рауль Хаджимба сказал, что власть от них не отказывается. При этом, по его словам, реформа ради реформы будет губительна для страны. По мнению Рауля Хаджимба, уже сейчас надо предпринимать шаги по перераспределению полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти, а также реформированию систем местного самоуправления и управления. Рената Шака, Алексей Гухава, Беслан Джиджуля, Абхазское телевидение. Парламентарии внесли изменения в закон о налоге на добавленную стоимость. На заседании было рассмотрено 2 проекта, представленные президентом и парламентским комитетом. Депутаты предложили включить в перечень товаров, не облагаемых налогами, учебную и научную литературу и школьные принадлежности. Парламентарии считают, что правительство в своем проекте не учло данную категорию товаров. Депутат Георгий Агырба предложил не взимать НДС на технологическое и производственное оборудование и комплектующих запчастей, сырья и материалов, предназначенных для промышленного производства, аналоги которых не производятся в республике, а также наземных и транспортных средств и запчастей к ним. Согласно проекту, налог будет взиматься с уже произведенного товара. По мнению Агырба, данная мера позволит поддержать местных производителей. Необходимость принятия данного законопроекта обусловлена тем, что аналогичная продукция не производится в стране, а применение НДС при ввозе в республику приведет к повышению цен на данную продукцию, что замедляет процессы по созданию и ввозу производственных мощностей и процессу строительства в целом. А по нынешнему сегодняшнему закону, в принципе, после ввода в эксплуатацию данного оборудования в течение года государство обязано зачесть этот платеж. Поэтому мы меняем схему изъятия данного налога и не взимаем его авансом, как говорится, для удобства и не для того, чтобы предприниматель не замораживал на определенное долгое время ресурсы. В свою очередь, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба считает, что данная формулировка не носит конкретики и весьма расплывчата. По мнению Шамба, это может стать лазейкой для неуплаты данного вида налога. Технологическое и производственное оборудование, аналоги которого в Абхазии не производятся. Формулировка очень расплывчата, не дает конкретизации, потому что под технологическое оборудование может попасть в том числе и бытовая техника, в том числе или тот же кондиционер, который мы приобретаем домой. Это одно будет, если мы ставим его в офис, это уже тоже будет технологическое оборудование, там даже для производственных целей. Использование данную расплывчатую формулировку можно завозить другие виды и оборудования и уходить от налогообложения. Депутаты считают, что налог на НДС снижает инвестиционную привлекательность. Для того, чтобы избежать этого, необходимо поддерживать предпринимателей. В первую очередь упростить процедуру получения в банках заемных средств. По мнению законодателей, если производство облагается налогом, то и торговля тоже, соответственно, должна облагаться налогами. При этом депутат Беслан Свинария предлагает взимать данный вид налога по мере реализации товара, что позволит предпринимателям резервировать средства. Этот НДС будет в любом случае включен, рассчитан после того, как они либо реализуют товар, либо пройдет производство, произведена будет продукция, реализована, этот НДС будет в любом случае в полном объеме рассчитан и с них взыскан. В чем принцип, в чем разница, я вам должен сказать. Одно дело, когда человек, пересекая границу, авансом уплатил НДС, потом при реализации уже продукции частями его возвращает. Другое дело, когда он, не заплатив там, при производстве по мере реализации начинает платить.
Представленный проект закона президентом страны предусматривает дополнение перечня вида товаров, ввоз которых на таможенную территорию Абхазии не подлежит налогообложению на добавленную стоимость. Согласно изменениям в статье 7 закона освобождаются от уплаты НДС при ввозе в республику товары для детей, текстильные изделия, головные уборы, обувь по перечню, утверждаемому Кабинетом министров, а также наземные транспортные средства и запасные части к ним. В связи с тем, что лица, реализующие данную категорию, в подавляющем числе являются плательщиками специального налога, они в соответствии с статьей 3 закона о спецналоге одновременно освобождаются от налога на добавленную стоимость с оборота реализации указанных товаров. Наша поправка в статью 7 гласит о том, что они освобождаются от уплаты при ввозе, а уже с реализацией те юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность в режиме спецналога, они также будут освобождаться от уплаты налогов на добавленную стоимость. Изменения в статью 9 касаются определения налогооблагаемой базы, потому что, как известно, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые реализуют автотранспортные средства и запасные части к ним, они по закону о спецналоге должны быть на общем режиме налогообложения. Налогооблагаемая база по автотранспортным средствам и запасным частям к ним определяется как разница между ценой покупки и ценой продажи. Оба представленных на рассмотрение проекта были приняты депутатами парламента Абхазии. Законодатели также внесли изменения в перечень товаров, не облагаемых ввозным налогом. Таким образом, из группы продовольственных товаров выпадают воды, спиртные напитки и табачные изделия. За них предпринимателям все-таки придется платить НДС при ввозе в республику. Сима Аргун, Роберт Ломия, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Распоряжением премьер-министра Абхазии Артура Микваби Эмма Ходжава освобождена от должности генерального директора Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания». Согласно поданному заявлению, временно исполняющим обязанности генерального директора АГТРК назначен Роланд Бганба. Премьер-министр Республики Абхазия Артур Микваби подписал распоряжение о проведении открытого конкурса по закупке отдельных товаров, работ, услуг для организации функционирования управления казначейства Министерства финансов Республики Абхазия. С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте министров. 27 января в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» состоится внеочередной съезд Республиканской политической партии «Единая Абхазия». На съезде планируется избрание нового председателя партии «Единая Абхазия». Кроме того, пройдут выборы заместителя председателя партии, членов политсовета и ревизионной комиссии. Также в повестке дня съезда вопросы, касающиеся деятельности партии и ее реформирования. Глава МВД Леонид Запшев обратился с призывом к гражданам строго соблюдать законодательство страны при организации проведения массовых мероприятий. Леонид Запшев призывает при организации проведения массовых мероприятий общественной политической направленности строго соблюдать законодательство нашей страны. Для проведения подобного рода мероприятий необходимо заблаговременно обращаться в городские и районные администрации и в письменном виде указывать дату, место и время проведения мероприятия, а также численность его участников, говорится в обращении. Министр внутренних дел в этой связи напоминает, что за несоблюдение регламентируемых требований инициаторы, организаторы и активные участники несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством. С 25 января в республике вводится веерное отключение электроэнергии. По информации Черноморэнерго, это связано с низким уровнем воды в водохранилище Ингурской ГЭС. Без достаточного объема воды станция не может вырабатывать необходимое количество электроэнергии, при том, что зимой потребление электричества увеличивается в несколько раз. Нагрузка на сеть в последнее время приводит к серьезным авариям. Одна из них произошла накануне. Подробнее об этом и о том, как социально значимые объекты столицы будут работать в период веерного отключения электричества, выясняли наши корреспонденты. Вот такой вот дизельный двигатель будет частично обеспечивать электроэнергией Сухумскую городскую клиническую больницу. Электричество, по словам руководства медучреждения, будет в операционном и реанимационных отделениях, а также не должно быть проблем с освещением в палатах. Мы готовы, то есть не в ущерб нашей основной работы, больница будет функционировать на период отключения света. У нас есть генератор мощностью 19 киловатт, который позволяет нам в случае отключения электроэнергии использовать этот генератор
для самых необходимых нужд. Веерное отключение электричества вносит свои коррективы и в режим работы хлебозаводов. Второй сухумский хлебозавод обычно начинает работу в 7 вечера, но в связи с новыми условиями планирует начинать ее на 2 часа раньше. Таким образом, население не должно ощутить никаких накладок. Не так много на наш технологический процесс не отражается. Мы так распределили свое время, что мы успеваем вовремя отпустить продукцию и в торговые точки, и есть у нас еще и бюджетные организации, военные там есть, больницы есть, мы успеваем. Под график веерного отключения подстроились и некоторые производственные организации, такие как Модатекс. Здесь сотрудники будут работать в обычном режиме. Клиенты не должны ощутить какие-либо неудобства. В отсутствие электричества конструкторы одежды будут заняты ручными работами. В нашей организации она, конечно, будет работать обычно. У нас есть дизель. Мы будем принимать заказы, как обычно. В то время, в 2 часа, которые будут без энергии, мы будем принимать ручные какие-то заказы, кроить. То есть как-то уложимся в это время. Что касается школ и детских садов, то ситуация тут иная. 2-часовой перерыв в подаче электроэнергии в дневное время не должен сказаться на режиме работы этих учреждений. Руководители школ надеются, что за 2 часа в помещениях еще будет сохраняться тепло. Но, тем не менее, просят родителей одевать детей теплее. После ремонта в нашей школе, конечно, отопление нормальное, но что по 2 часа будут выключать, это, конечно, отразится. Безусловно, но чтобы сказать, что совсем холодно будет детям, нет, наверное. В компании «Черноморэнерго» сообщили о том, что веерное отключение – мера вынужденная. Это связано с низким уровнем воды в водохранилище Ингурской ГЭС. Без достаточного объема воды станция не может вырабатывать необходимое количество электроэнергии, при том, что зимой потребление электричества увеличивается в несколько раз. Нагрузка на сеть становится причиной аварий. Так, накануне обрыв линии электропередачи произошел в районе села Араду. В результате большая часть населения страны осталась без электричества почти на 4 часа. После этого электроэнергия подавалась из России. Провести ремонт в темное время суток не было возможным, поэтому восстановительные работы были начаты с раннего утра. Уже в первой половине дня к 11 часам последствия аварии были полностью ликвидированы. Вчера в 18:25 вечера произошел обрыв провода на линии 220 киловольт Ачимчира, на магистральной линии, на месте соединения. Соединение достаточно старое, прессованное соединение, не выдерживает нынешних нагрузок. Никогда таких нагрузок, как последние 2 дня, на этой магистральной линии 260, переливали 260 мегаватт. В прошлом году, когда у нас трещала башва, мы больше 230 не грузили, 235. Веерные отключения электричества продлятся до 15 апреля. График составлен с учетом максимального удобства населения. Электричество будет отключаться в целом 4 часа в сутки, 2 часа днем и 2 часа в ночное время. График отключения электроэнергии опубликован в СМИ и на официальном сайте Черноморэнерго. Нала Мукбасаида Гухава, Абхазское телевидение. Опасный вирус подобрался совсем близко к Абхазии. Как отличить свиной грипп от обычного? Какие меры необходимо предпринять для профилактики болезни? На эти вопросы попытались дать ответы наши корреспонденты. Опасный вирус подобрался совсем близко к Абхазии. В Краснодарском крае, Ростовской области его жертвами стали около 200 человек. Зафиксированы даже случаи летального исхода. Вирус H1N1, его еще называют свиной грипп, легко спутать с обычным ОРВИ. Этот тип гриппа характеризуется быстрым переходом из ОРВИ в пневмонию. Буквально на 2-е сутки с начала заболевания уже диагностируется двустороннее воспаление легких. Быстротекущая пневмония приводит к затруднению дыхания. Свиной грипп не зря считается самым опасным заболеванием из вирусных инфекций, так как с легкостью передается от человека к человеку. Но в основном он большую опасность представляет для людей с хроническими заболеваниями, бронхиальной астмы, сахарного диабета, ослабленного иммунитета и болезням сердечно-сосудистой системы. Также в группе риска находятся беременные женщины, дети и пожилые люди. В основном, конечно, это пожилые люди, у которых отягощенные, плюс еще сердечно-сосудистые заболевания, легочного, бронхиального аппаратов.
с бронхиальной астмой, с хронической легочной недостаточностью, с бронхоэктатической болезнью, с эмфиземой. Конечно, они первые стоят на то, что на фоне сниженного иммунитета этими заболеваниями, конечно, они первые могут подвергнуться воздействию этих инфекций. В этом году специалисты, откровенно говоря, оказались не готовы к вспышке, так как ничего не предвещало массового развития вируса на территории России. Впрочем, это вовсе не означает, что врачи закрывают глаза на проявление недуга и лишь отправляют граждан в аптеки. Они призывают при первых же симптомах обращаться к врачам скорой помощи. Если в России ситуация настолько усугубилась, то у нас причин для паники нет. Ведь в Абхазии случаи заболевания гриппом, вызванным вирусом H1N1, не отмечены. У жителя Абхазии, скончавшегося на прошлой неделе в Дагомысской больнице, предполагаемый диагноз свиной грипп не был подтвержден. Об этом заявил журналистам сегодня министр здравоохранения Абхазии Анзор Гуов. А некоторые специалисты опасения по поводу возможной вспышки эпидемии свиного гриппа в Абхазии считают преувеличенными. Тем не менее, население обеспокоено сложившейся ситуацией. С каждым разом число больных гриппом растет. В Сухумской республиканской поликлинике с утра очереди. Паника есть, конечно, среди населения. Это страх заболеть свиным гриппом. Форма гриппа непростая, очень опасное осложнение этого заболевания. Конечно, паника есть. Но ведутся меры профилактики, работа ведется с пациентами. Каждый врач рассказывает, как себя вести в данной ситуации больному. В аптеках практически невозможно найти противовирусные лекарства. По словам фармацевтов, их дефицит прослеживается в связи с резким повышением числа заболевших. Больше, чем раньше, много людей обращаются. Противовирусный эргоферон, гагацел, маски, оксалиновую мазь спрашивают больше всего. Сейчас заканчивается у нас. Ждем, мы заказали. Что касается образовательных учреждений, то и тут сложилась нелегкая ситуация. Распоряжение о введении карантина во всех дошкольных, школьных и высших учебных заведениях с завтрашнего дня до 15 февраля было подписано сегодня после расширенного совещания в Министерстве здравоохранения. Еще, значит, мы обратимся с просьбой к премьер-министру, к правительству о принятии решения также наложения карантина и ограничения в проведении массовых мероприятий, спортивных и иных публичных и массовых мероприятий. Но даже до введения карантина многие детские сады и школы не работали в полную силу. По словам директора 10-й школы Сухума Лаврентия Антылава, на сегодняшний день в школе отсутствовало более 500 учеников. Ту прошедшую неделю с понедельника по пятницу по возрастающей шли. В общем, дети, которые в школу не приходили, стало больше. Ну, это зависит, возможно, из-за того, что боятся и родители, и детей не стали пускать. В прошлый понедельник 98 детей не было у нас, а сегодня отсутствует 543 ученика. Но несмотря даже на введение карантина, врачи утверждают, увеличение количества больных детей не превышает сезонных показателей, и речь идет об обычных заболеваниях. То, что касается детского населения, то идет умеренный подъем, сезонный подъем заболеваний ОРВИ. Поэтому я еще раз хочу обратиться к населению и сказать о том, чтобы не забывали, что есть телефон регистратуры, в который вы можете позвонить в случае заболевания в семье ребенка, и вас посетит участковый педиатр. На сегодняшний день в республиканских лечебных учреждениях нет соответствующего оборудования для диагностирования вируса H1N1, но при малейшем подозрении лабораторные анализы отправляются в Россию. Таким больным в местных больницах готовы оказать необходимую помощь. Врачи просят не паниковать. Даже при обнаружении у пациента вируса своевременное обращение к медикам поможет одолеть болезнь. Лечение свиного гриппа заключается в приеме тех же лекарственных препаратов, что прописываются и при стандартных ОРЗ. Но, конечно, лучше всего принять меры предосторожности и защитить себя от вирусной инфекции. Для этого необходимо соблюдать элементарные правила профилактики. Не стоит посещать места с большим скоплением людей. Необходимо чаще мыть руки мылом, смазывать нос оксалиновой мазью, проветривать помещения. Именно тогда есть вероятность того, что болезнь пройдет мимо вас и ваших детей. Сария Смыра, Стамургожева, Абхазское телевидение.
Более 90 шахматистов в разных возрастных категориях из Абхазии и Юга России соревновались за звание лучшего в открытом международном шахматном турнире Amobile Open 2016. Игры проходили 2 дня, всего турниров было 4. Подробности в материале наших корреспондентов. Лучшие шахматисты Абхазии и Юга России приняли участие в открытом международном шахматном турнире Amobile Open 2016. Турнир традиционный. На протяжении 9 лет он собирает не только профессиональных игроков, но и любителей этого вида спорта. Турнир носит международный характер, потому что приехали из Краснодарского края, мастера приехали, они борются. У нас на сайте уже давно висело это объявление, но они уже знают, что Amobile – это стабильность, это хороший уровень, высокая организация. Вот. Но из-за этого они с удовольствием приезжают. Но главное это все-таки стабильность. Вот они знают, они планируют заранее, именно в январе, что у нас будет Amobile. И вот уже в течение 10-9 лет мы эту традицию вместе с руководством Amobile не нарушаем. Лучшие шахматисты определялись в течение 2 дней. Уже в первом туре шахматные поединки вызвали большой интерес. Такого рода соревнования дают возможность получить заряд положительных эмоций, пообщаться со сверстниками, а главное – сверить свои силы с силами партнера по шахматной доске. Дети занимаются очень усиленно, тренера работают. И, в общем, можно сказать, что рост есть. Юные шахматисты признаются, что больше всего им нравится сам процесс игры. В этом году решила попробовать себя и 10-летняя Ася Арюта, репатриантка из Сирии. По словам Аси, соперники были достойны. Она не ожидала, что сумеет занять 2-е место. Я так волновалась, потому что я в своей категории как бы не так уж и все сильные, я так прям не могу. Шахматы – особый вид спорта. Воздействуя на интеллектуальное развитие человека, они способствуют формированию личности в любом возрасте. В шахматы играть полезно особенно детям. Они учатся самостоятельно мыслить и принимать решения. Из 9 я взяла 8. Брат мой играл, я у него научилась. Он очень интересный, математике помогает. Все участники турнира получили памятные подарки от компании Amobile, а победителям были вручены медали, кубки и денежные призы. В этом году призовой фонд чемпионата составил 80 тысяч рублей. Для нас это очень важный турнир, потому как после создания компании Amobile это был первый спортивный турнир, который был нами поддержан. И мы с особым трепетом каждый год подходим к этому соревнованию. Еще необходимо отметить, что Amobile Open уже который год открывает шахматный сезон Абхазии. И мы видим, что несмотря на непогоду, вся страна, все любители шахмат здесь сегодня собрались. И необходимо отметить, что большинство из выступающих на этом турнире – это дети. И это, конечно же, придает нам еще больше радости. И мы чувствуем, что этот вид спорта развивается, и он очень важен. И со стороны самой федерации большое внимание уделяется именно детским шахматам, и это очень важно. По словам представителей компании Amobile, они и впредь будут поддерживать подобные мероприятия. Этот шахматный турнир заявлен как ежегодный, и его призовой фонд будет увеличиваться с каждым годом. Элана Лассурия, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Возможен ночью снег с дождем, днем без осадков. В горах снег. Температура воздуха ночью -1, -3, днем 2-4 градуса. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Хотим делать не просто поддерживать какие-то конкретные там фестивали науки, что-то, а как-то пытаться их координировать и вот устраивать сеть вот этих проектов, чтобы они друг про друга знали.